Василий Агрба родился и вырос в селе Мгудзырху Гудаутского района. Окончил местную школу, в которой затем долгое время работал преподавателем. Сегодня сельская школа с гордостью носит его имя. Василий Александрович был председателем правления Обпромсоюза, наркомом легкой промышленности. Но в 1938 году, став жертвой сталинского террора, был репрессирован. И вот спустя столько лет, благодаря проекту возвращения имени, были найдены архивные документы от 1921 года, в которых описывается оценка его деятельности. Но когда мы узнали, что у нас есть возможность получить архивные документы Российского государственного архива социально-политической истории, это бывший архив ЦК КПСС, который находится в том же здании, где он всегда и находился, в Институте марксизма-ленинизма в центре Москвы на Тверской, мы увидели там документы, посвященные Василию Агрба. Это документ Российской коммунистической партии большевиков, в котором описывается оценка деятельности такого большевика, как Агрба. Этот документ всегда был закрытым, редким, и семья к нему, и все доступ не имели. Василий Александрович был активным участником борьбы против грузинского меньшевистского засилия в Абхазии. В советский период находился на ответственных должностях. Был председателем Ревкома, затем исполкома Гудаутского района. Уникальные архивные документы были переданы школе села Мгудзырху. На учащимся рассказали о тяжелой судьбе Василия Агрба. В этот же день состоялась встреча с внучкой Василия Александровича Майей. Ей также были переданы копии архивных документов. Майя поблагодарила организаторов военно-исторического проекта возвращения имени и пожелала им удачи в поисках красноармейцев из Абхазии, о судьбе которых ничего не известно. Сария Гварацхеля, Адам Арджения, Абхазское телевидение.